Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Ирина Ефимова. 12 апреля православные христиане отметят Пасху. Для верующих людей это самый главный праздник в году. Почему это так? Как правильно встретить Пасху и сохранить радость праздника на долгие дни? Обо всем этом и не только об этом поговорим с сегодняшним гостем, владыкой Романом, архиепископом Якутским и Ленским. Владыка, ну вот сейчас у нас Страстная неделя идет, да, и в это воскресенье ждем Пасху. Пасха для православного человека, и для любого христианина, если я не ошибаюсь, это самый главный праздник в году, да? Почему так? Ну, потому что мы отмечаем завершение той цели, ради которой Христос пришел на землю. И начало христианской эпохи в жизни человечества, эпохи возвращения к Богу. Вот Христос своим сошествием на землю, земной жизнью, а потом страданием открыл путь человека обратно к Богу, в вечность, в вечное блаженство. И это было поворотным событием человеческой истории, христианской истории. Поэтому Пасха – главный праздник, главное событие богослужебного года. А в чем вот глубинный смысл вообще Пасхи для современного человека? Он как-то поменялся с течением 2000-летий или нет? Современный человек, вне зависимости от его расположения к вере даже, и конкретно к христианской вере, все равно летоисчисление свое жизненное ведет от Рождества Христова. Мы рождаемся в 1900 таком-то году от Рождества Христова и живем в 2026 году от Рождества Христова. То есть исходной точкой человеческой жизни все равно присутствует Христос. Вот в каких-то случаях формально, как мы говорим о дате, а большей частью очень реально. Через крещение, через воцерковление, через участие в церковных таинствах Христос дает возможность с Ним соединиться, с Ним быть и с Ним иметь наследие вечных благ Божьих. Поэтому Пасха и для современного человека, ведь статистика говорит, что подавляющее большинство людей знают о Пасхе и отмечают это событие церковной жизни, этот праздник, ну не потому, что это, хотя и давнешнее, да, историческое наследие, но еще и потому, что интуитивно люди чувствуют, что здесь есть один из глубинных смыслов человеческой жизни, который открывается в Христе, который открывается в Боге. В смысле человеческой жизни, возвращении к Богу, как к вечному источнику благ. Но самый любимый все-таки праздник у людей невоцерковленных – это Рождество, да? Он такой полусветский, вот есть рождественские истории, есть целые традиции. А есть у вас какая-нибудь пасхальная история? Пасхальная история? Да, пасхальных историй много. Но вот, пожалуй, самое душещипательное – это то, что открыла для меня Якутия, что Пасха внешне может быть суровой, вот такой снежной. Она отличается от той Пасхи, которая там на юге или в центральной части нашей страны. Может быть суровой, иной, снежной. Но внутренняя глубина ее, внутреннее ощущение, та радость, которую получает человек во время богослужения, вот она ни с чем не сравнима. И она возможна только в храме, и только при переживании песнопений пасхальных, переживании смысла Пасхи, воскресения Христова. Это дается только тому человеку, который участвует в богослужении и принимает участие в нем, и открывается для верующего сердца. А когда люди просто заимствуют внешние атрибуты, ну вот как у Рождества позаимствовали елку, звезду,
рождественскую, да, на елку, которая там какое-то время даже была кремлевской, потом обратно стала рождественской. И вот у Пасхи тоже внешние атрибуты, которые заимствуют, это вот яйца крашеные, куличи и так далее, то есть без богослужений, просто вот как к этому относиться? Это нехорошо или пусть хоть лучше хоть так? Ну, мне кажется, что это тоже неплохо, поскольку внешние атрибуты, они же подчеркивают суть события. Да, вы правы, вначале бывает суть события, сначала бывает Рождество Христово, какие-то события священной истории, а потом они в истории народа преломляются какими-либо красками, в том числе, кстати, и национальными традициями, да. И вот то, что внешние обряды, бытовые какие-то традиции, они могут отличаться, но они тоже говорят о первом смысле, о важном смысле, о том главном, ради чего мы совершаем эти священные действия. Это пасхальное красное яйцо, которое знаменует воскресение Христова. Это праздничный сладкий кулич, который тоже повторяет церковный хлеб. Ну и много-много других событий, в том числе и дела любви и милосердия, как подражание Богу. Господь ради любви претерпел страдания нас ради. И мы тоже ради любви к ближним дела милосердия призваны делать. Они кажутся незначительными, но из них складывается целое поле доброй, правильной жизни человека и человечества. А как правильно подготовиться к Пасхе, к Страстной неделе? Это вот держать пост нужно, да? Что нужно о чем-то думать, вспоминать историю Христа, что нужно делать? Очень правильно было бы пройти вместе с церковью весь подготовительный период к Пасхе, а подготовительным периодом к Пасхе является Великий пост 40-дневный. Вот хорошо было бы вместе с церковью пройти этот путь, потому как он не просто есть церковное постановление, а результат переживания многих-многих церковных богословов, гимнографов, святых людей, подвижников, которые вот таким путем прошли период очищения и подготовки к воскресению Христову и оставили это в церковной традиции, в церковном уставе. Потому и мы следуем за ними, согласно их предписаниям. Но любовь Божия настолько велика, что она позволяет абсолютно всякому человеку насладиться этой пасхальной радостью. И вне зависимости от того, прошел ли этот путь, или только вчера подошел к церковной ограде и вспомнил о вечности, вспомнил о Боге, все равно Господь, видя даже намерение человека, отзывается на его доброе движение. С празднованием Пасхи во все времена было связано много народных примет и обычаев, серьезных и не очень серьезных. Воры, например, считали, что если в этот день что-то украсть, то будет сопутствовать удача в делах воровских. Или, например, чтобы успешно выйти замуж, девушке следовало прийти на пасхальную службу раньше всех. Вот это... Вот эти приметы, вот эти гадания, это богохульство или что это на самом деле? Или это нормально? Ну, приметы – это часть суеверия. Суеверие, не сказать, что это такой страшный грех, но, во всяком случае, это пустая вера, суеверие, вера в суе. Она не истинная вера, она не та вера, которая приносит что-то достойное внимания человеческой жизни, а все это такая мелочь, которая... Да, может быть замечаема в течение земной жизни, но она не ценна в глазах Бога. И поэтому про воров там, или про легкомысленных девушек, я думаю, что это не самое главное, а самое главное – это движение сердца, это наши поступки, это наше поведение, это наше исполнение законов Божьих. Ну и в конечном итоге самое главное – это молитва и жизнь в молитве. А молитва, вот молитва может быть всякой абсолютно всякой.
Да, идеал молитвы нам описал Господь в той молитве «Отче наш», которую мы читаем и находим в Священном Писании. Но вместе с тем мы можем молиться и обращаться к Богу своими словами, своими нуждами, своими потребностями. И эти потребности абсолютно разные у каждого человека. И сегодня я испытываю одну нужду, завтра другие трудности. И я абсолютно свободен говорить и просить Господа о том, что мне необходимо, что мне важно. А можно ли его беспокоить по мелочам? Ну вот как школьник, чтобы не получить двойку на экзамене, например, или чтобы от мамы не улетела. Да, мелочи с точки зрения кого? С точки зрения другого человека это мелочи, с точки зрения меня, испытывающего эту проблему, для меня, собственно говоря, не мелочь, а очень значительная часть моей жизни. Поэтому надо просить Господа, надо молиться, обращаться к Господу с молитвой. А вот насколько это мелочь или не мелочь, это будет ответ Божий. Вот если ответ Божий, Его помощь последовала мне, то значит, это была не мелочь, значит, это было серьезно, что Господь ответил мне и помог. А вот вы сказали, что хорошо бы, если правильно к Пасхе готовиться, хорошо бы соблюдать Великий пост. В то же время вы сказали, что Пасха здесь, в Якутии, отличается, да, она снежная, она суровая. Понятно, что жизнь здесь тоже отличается. И, ну, наверное, пост нам здесь или еще севернее какого-нибудь оленеводу в Арктике гораздо сложнее, чем человеку, живущему там на юге или в средней полосе. Вот им стоит пост соблюдать? Как вот к этому? Об этом мы очень много говорим. Обычно в начале поста. Но я вместе с тем повторюсь который раз, что пост – это очень большое такое емкое событие, которое предполагает пощение, то есть отказ от определенного рода пищи. Но это только часть. А другая часть, не менее значительная, это духовная работа, духовное упражнение, это очищение себя, это снова себя возвращение к тому богоподобному образу, который Господь сотворил человеческому. Это большая работа духовная. Это ведь возможно в любом месте, и в Якутии, и в Москве. А что касается пощения, то, конечно, нужно исходить из реальных условий, в которых мы находимся. И пост ни в коем случае не должен причинять вред человеку. Нет, ни в коем случае. Пост должен помогать человеку быть более свободным, легким, в том числе на добрые дела. Вот для этого пост. Ну вот с распадом СССР многие к Богу обратились, церкви стали возрождать, но не очень долго вот это вот продлилось. В общем-то, с приходом точных 2000-х люди стали хорошо зарабатывать, при этом больше летать на курорты, но меньше ходить в храмы. Вот не кажется ли вам, что мы на те же грабли наступаем, что и Запад, что сытому человеку Бог, может быть, не так уж нужен? Вот тот период возрождения церковной жизни, который вы назвали, я бы не повторил вместе с вами, а я бы сказал, что наступил момент свободы вероисповедания. И эта свобода до начала этого периода было жесткое гонение на церковь, и говорить невозможно было о свободном и реальной возможности исповедовать свою веру. И вот тогда вот происходит как бы открытие этих возможностей и начало нового этапа. Но вместе с тем этот новый этап дал возможность людям абсолютно без всякого понуждения и без всяких иных со стороны действий выражать свою веру. И, слава Богу, он до сих пор продолжается, этот период. А то, насколько человек по сердцу, по духу приблизился к Богу, это будет судить только Господь.
только Господь. Не какие-то внешние условия, а Господь. И мне думается, что, и много раз об этом повторяет наш патриарх, что это уникальное время, которое переживает Церковь, возможность свободно приходить к вере, без понуждения и без страха наказания за веру. Мне думается, что это хорошая нынешняя ситуация. Пусть она продлится как можно дольше в мире и благополучии. Владыка, вот мы с вами говорили о суевериях, да? Вы говорили, что это суеверие, вера в суе. И вот у меня возник такой вопрос. Ведь раньше считалось, что вот эти наши, я имею в виду якутские, там и венские, прочие обычаи, вот эти наши обряды, кормление духов и так далее, что это тоже все суеверие и мракобесие и так далее, да. Но сейчас мы видим, как, спокойно совершенно вы вместе с читом рядом можете проводить обряды и спокойно существуете бок о бок. Святая Церковь никогда не называла якутские традиции суевериями. Вы здесь не правы, абсолютно не согласен с вами. Народные традиции, они рождены историей народа, они подтверждены памятью и делом поколений, и долг каждого человека сохранять свои национальные традиции, абсолютно. Другое дело, бывают традиции, несущие оттенок какой-то магии или разряда экстрасенсов. Вот здесь мы не можем одобрять, не можем сказать, что мы считаем, что это опасно. Тот, кто нарушает границу между Богом и человеком, берет на себя право Бога, тот играет с огнем, что называется. Поэтому в этом случае мы говорим, не надо. А во всех других мы только за то, чтобы сохранялись народные традиции, и тем более традиции, которые укрепляют и веру народа, и дух народа, и нравственность народа. Здесь мы видим, что традиции якутского народа и других малочисленных коренных народов Севера, они хранят эту очень важную линию преемственности со своими предками. А вы себя уже чувствуете якутянином? Да, почему нет? Конечно же. Это так незаметно произошло, но в то же время естественно, потому что погрузиться нужно, вжиться и по паспорту якутянин, по прописке, и по жизни, и это мне близко, очень и дорого. А вот православному человеку проще найти общий язык с верующим человеком другой конфессии, либо с атеистом? Но это зависит от внутреннего состояния человека. И, во-первых. Во-вторых, возможности к диалогу, к стремлению относиться к своему собеседнику как к образу и подобию Божьему, как к брату и Христе, созданных Богом, потому что у нас единый Отец. Вот от этого зависит. И тогда все эти преграды, которые кажутся важными, они рушатся, а любовь и единство торжествуют в общении. Я слышала такое выражение, что атеизм – это тоже своего рода религия. Вот как вы, что вы по этому поводу думаете? Можно согласиться? Люди от науки, они то, что называют религией, предполагают, что в учении есть вера в единого Бога, и есть Священное Писание, и есть несколько других критериев, которые характерны для религии. В атеизме мы этого не находим. Идеология, философское учение, да, но не религия. Это из другой плоскости, из другой области. А
идеология. Вот религия — это идеология прежде всего. Да ну. Правильно? Нет, Нет? нет. Это же Ну, если идеи, хотите, Слово Божье нужно нести, нет? Нет, если вы хотите говорить о религии с точки зрения оценки ее вот светского человека, то это более философское учение. Философское, в центре которого Бог. Да? Вот идеология — это та система представлений, которая лежит в основании государства или какой-либо нации, да, или общества. Поэтому... Ну, есть же государства, в центре которых лежит религия. Да, Там конечно, исламские конечно, государства есть. различные. Да, конечно, есть. Ватикан, целое государство. И я к тому, что в идеологии нашей страны до революции ведь лежало православие, да, там же было православие, самодержавие, народность. Вот жалеет ли сейчас церковь о тех Церковь временах? живет с современным днем, с благоговением относясь к истории прожитой, ценя вот то, что дано Богом на сегодняшний день, и не претендуя на какие-то особые роли в истории, нынешней истории государства. Мы благодарим Господа, что Он дал эти возможности веровать, жить по вере, и возможности помогать другим узнавать о Боге и находить дорогу к Богу. То есть церковь должна быть отделена от государства, это нормально? По факту, да. Как нынче существует наше государство, это нормально. Потому что это законно, согласно нынешним законам, в котором живем. А наверняка ведь тоже вы обсуждаете и думаете много вот о том состоянии, в котором сейчас мир находится, да? Вот угроза Третьей мировой войны, вооруженные конфликты и на Украине, и на Ближнем Востоке. Мы близимся к концу света или что это происходит? Сразу вспоминаются слова Священного Писания о том, что времени конца света не знает никто, даже ангелы. Только ведомо самому Богу. Поэтому всякий, кто занимается специальным нагнетанием темы вокруг конца света, он абсолютно не прав, ибо восхищает Божие право. А то, что происходит нынче, это тема, которая была актуальна всегда и во все времена истории человечества. Другое дело, как нам научиться правильно относиться ко всему прочему, которое окружает нас, в том числе и смутному, и сложному. А вот этот секрет правильного отношения к тому, что мы видим вокруг, как-то очень просто передал один из тихих, но известных ныне подвижников православной церкви, преподобный Серафим Саровский. Он сказал: «Стяжи дух мирен в себе, и вокруг тебя спасутся тысячи, будь сам свят, и все, что вокруг тебя, будет и святее, и чище, и благодатнее». Но это примерно так, как в темноте мы зажигаем свечу. И свеча, которая горит у меня в руках, она освещает все, что вокруг меня, все, что окружает меня. Если мы сами будем праведнее, чище, достойнее, и количество этих свечей горящихся, этой чистоты будет больше, то и мир будет чище, святее, возвыше. Нужно хранить свою свечу, да? Жечь, хранить свою свечу. Но вот сейчас, если уж мы заговорили, я заговорила о специальной военной операции, то общество сейчас занимается вот социализацией, да, этих ребят, которые вернулись, это вот важная такая часть. И мне подумалось, что наверняка ведь многие из них приходят в храм. Да, конечно. У нас в Якутске есть храм, который специализируется, Всехсвятский храм-памятник.
воинам-якутянам, которые специализируются на духовном окормлении, есть священники специальные. И, собственно говоря, абсолютно каждый священник в Якутии, он имеет заботу о семьях воинов и о семьях погибших воинов. И с большим уважением, с большой любовью заботится о каждом, кто обращается. Кто просит помощи, молитвы, утешения, беседы. Мне думается, что это одно из важнейших дел, которое мы можем оказать людям, потерявшим своих близких. И вот, может быть, для таких людей в Пасхе, в этом возрождении жизни, да, есть какой-то особый смысл, своя особая надежда. Да, конечно, для всех абсолютно думающих людей осмысление воскресения Христова как победы Бога над смертью есть, безусловно, очень важное событие, важное делание и важное откровение, особенно для тех, кто потерял своих сродников и живет надеждой там, в Царстве Небесном, увидеть их души и встретиться когда-то. Мы немножко затронули тему этого церковного годового круга, да, и не только церковного, как все начинается с Рождества, да, и летоисчисление начинается с Рождества, и Пасха как финал. Ежегодное обращение к ключевым событиям библейской истории помогает, наверное, верующему человеку расти духовно, да. Как человеку остаться постоянным в этом стремлении? Духовный рост с точки зрения православной церкви определяется нашей близостью к Богу. Поскольку Бог совершенен, Он источник бессмертия, Он источник вечных благ, то приближение к Богу есть правильная жизнь человека. И чем ближе мы становимся к Богу, тем совершеннее наша жизнь. Это движение к приближению к Богу более удобным осуществляется вместе с церковью, согласно тому пути, который Господь предлагает, а этот путь, как вы сказали, выражен в годовом круге богослужений, вершина которого является Пасха. Так вот, если идти вместе с церковью, то это удобнее. Да, можно, наверное, и в одиночку пройти этот путь, и история церкви знает подвижников веры, которые были в уединении со Словом Божьим и тоже восходили. Но это более сложный путь, более сложно его пройти одному. Но церковь никого не отталкивает из тех, кто желает к духовному совершенствованию, к духовному росту, и всех зовет, и мы тоже. И идем вместе, держась рука за руку, помогая друг другу. Когда мы говорили о суевериях, вы упомянули магию. Церковь допускает существование магии, да? Тогда надо поговорить, а что такое магия. Это та часть человеческой жизни, которая скрыта, но областью которой, причиной которой являются не Бог, а иные существа. Согласно учению Церкви, в области духовной могут пребывать Бог и злые темные силы. И распознать, откуда это действие, от Бога или от темных сил, это весьма сложно. И для этого нужен большой опыт духовной жизни, глубокое разумение, глубокая вера. Поэтому каждый раз, как только человек принимает участие в каких-либо магических действиях, он имеет опасность подпасть под влияние этих темных сил, которые пытаются человеческую душу заполучить
и вести в область свою темную, злую. Поэтому церковь так очень настороженно проповедует о том, чтобы люди не принимали участие в магических действиях. Но вот вы сказали, что нужно действительно обладать большим опытом и познаниями, чтобы решать, от кого это исходит. Но в свое время же церковь брала на себя эту роль, ну, не православная, а это я имею в виду инквизицию, католические вот эти вот времена, когда там тоже Жанну д'Арк, вот непонятно, там ангел ей говорили, считается, да, и в итоге как еретичку ее сожгли на костре. Ну, мне сложно в целом комментировать какие-либо, в том числе и печальные события человеческой истории, вот в рамках одной беседы или в рамках вот такого одного разговора. Ну и через несколько лет мы будем отмечать 400-летие города Якутска, 400-летие присоединения, вхождения Якутии в состав российского государства. И ну, нельзя переоценить, конечно, роль православной церкви в этом событии, как и роль вообще православного духовенства в деле образования якутского народа, да, в составлении первых словарей, тоже, насколько я знаю, делали священники. Вот как-то церковь, ну, якутская епархия к этому событию что-то готовит, к этой дате? 400 лет. Вот кто-то из мыслителей наших якутских сделал верное замечание. Я его сейчас озвучу, потому что я разделяю его. Так вот, он сказал о том, что наступающее 400-летие – это не только 400-летие основания города Якутска, а можно сказать, что это 400-летие освоения Дальнего Востока, потому что оно проходило через город Якутск, потому что долгое время город Якутск являлся тем центром развития и освоения Дальнего Востока, и можно сказать, что и до ныне эти слова являются истиной. Так вот, в этом смысле это большое событие для России, большое событие для Якутии. Я говорю о 400-летии. И мне приятно, что вы не замолчали, а повторили очень верные слова о том, что духовенство Якутской епархии с момента ее основания и с момента основания города Якутска принимало самое активное участие в духовной, культурной, просветительской деятельности Якутии. Это так, и мы эту линию продолжаем. Мы до сегодняшнего дня осуществляем переводы Священного Писания на якутский язык, новых книг и другие направления очень большой просветительской деятельности, строительство храмов, образования, воскресных школ, православных гимназий. Я думаю, что милостью Божией мы в этом направлении не будем охладевать, но с помощью добрых наших помощников и людей, которые разделяют наше видение, приумножать эти плоды очень важного делания для Якутии. Что бы вы пожелали нашим зрителям в связи с наступающим праздником? Желаю, чтобы наши души с вами, которые по определению они от Бога и тянутся к Богу, в конечном итоге эту цель нашли и радость духовную нашли в общении с Богом, в храме ли, в чтении Слова Божия, в духовных размышлениях,
Но это важно для наших душ. Без духовной пищи, без молитвы они голодают, наши души. И они нуждаются в этой поддержке и в укреплении, источником по которой является только Господь, только Бог. Потому что Он Творец наших душ. Пусть Он воскресит наши души. Пусть наши души вместе с окружающей природой также расцветут и плоды принесут. А мы все вместе только порадуемся этому. Ну и будем ждать рождения нового лета, Да. рождения нового солнца. Спасибо, владыка. Спасибо вам. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.